Я нахожусь в центре Манхэттена на 59-й улице на площади Колумба. И здесь вот уже примерно час продолжается ежегодный парад, посвященный Дню Благодарения. Это один из самых любимых и красочных праздников в городе. И для того, чтобы его увидеть, люди занимают места вот здесь в 5 и в 6 часов утра. По предварительным данным, сегодня на улице города, чтобы полюбоваться на это красочное зрелище, выйдут примерно 3,5 миллиона человек, жителей Нью-Йорка и гостей города. Ну и еще 50 миллионов будут смотреть на этот парад, наблюдать за этим красочным зрелищем по телевизору по всей стране. Я живу в Нью-Йорке. Я вас люблю. Русского языка Russian. Поздравьте всех с Днем Благодарения. I already told you all I can say. That's all I know. Happy Thanksgiving. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Happy Thanksgiving. And to our Russian friends, we love Russia. Thank you. Thank you. Но самые главные участники парада, конечно же, это гигантские воздушные шары в виде героев различных комиксов и мультфильмов. Их в этом году в параде принимает участие более 3 десятков. Это самые различные персонажи. Это тролли, злые птицы, Боб Квадратные штаны, персонажи мультфильма «Ледниковый период», рождественские эльфы, кот по имени Феликс, Микки Маус и многие-многие-многие другие. Вот эти гигантские воздушные шары обычно надувают накануне, и это тоже такое праздничное мероприятие для нью-йоркцев. Нью-йоркцы его очень любят. Это происходит в музее естествознания, здесь недалеко от Центрального парка. И на это мероприятие вечером в среду обычно собираются сотни и тысячи жителей Нью-Йорка. В этом году на параде приняты особые меры безопасности. В первую очередь потому, что террористическая группировка ИГИЛ заявила, что назвала этот парад, я цитирую, «хорошей мишенью для проведения терактов». Поэтому городское управление полиции Нью-Йорка сюда привело более 3000 полицейских, которые этот парад охраняют. Здесь задействованы около 80 грузовиков с песком, каждый из которых весит более 30 тонн, и они стратегически расположены на подходах, на улицах, которые ведут к маршруту прохождения этого парада. И еще вот такая интересная деталь. Почтовые ящики, которые здесь находятся на улицах, в которые нью-йоркцы опускают свои письма, почтальоны их забирают оттуда, в этом районе все почтовые ящики закрыты на замки, для того, чтобы туда нельзя было подложить взрывчатку. И представители городского управления полиции говорят, что этот парад, что прийти на этот парад и принимать в нем участие совершенно безопасно. Универмаг Мейсис первый раз провел этот парад, посвященный Дню Благодарения, в 1927 году. А в 1928 году вот эти гигантские надувные шары после парада отпустили в воздух, чтобы они свободно летали, но, к сожалению, они все полопались. И тогда решили сделать так, чтобы они были более прочными, укрепить их. И уже на следующий год после парада их опять отпустили, они не полопались, еще несколько дней летали над городом. И еще одна интересная деталь, это то, что в начале, когда этот парад только начинался, в 20-е годы прошлого столетия, в нем принимали участие не только клоуны, не только гигантские надувные шары, не только огромное количество различных оркестров, но и живые настоящие животные, которых участники брали на прокат в зоопарке Центрального парка, а потом после парада их туда возвращали. Виктория Купчинецкая, Михаил Гудкин с парада, посвященного Дню Благодарения из Нью-Йорка.